Друзья, всем привет! Сегодня у нас на календаре 2 июля, и у нас впереди новая рыбалка дня на 2-3. И сегодня не один. Приехал наконец-то доктор, вот он, Владислав Викторович. Уже ехал, наконец-то он доехал. 12 июня не смог по техническим причинам доехать. Что, здоровье пошаливало? Так точно, больничный лист. Ой. Сейчас он жив-здоров и желает всем здоровья. Быть таким же, как он. Вот, настроен уже на рыбалочку. Не успели приехать уже блесенку. Ну-ка, давай первый заброс на камеру, бабах. Здесь что-то мелко больше. Нормально, нормально. Вот туда кидай. До травы дойдет, нет? До травы. Во, шлеп почти дошло. Так. Все, проводочка. Вчера я ему сказал уже. Говорю, вчера пока хотел сплавить лодку, поймал ведро язя. В основном 2 окуня. Щучка. Так, первый заброс пустой. Вот, друзья, выгрузили мы все свое барахло, имущество. На этот раз его немного меньше. Ну и едем мы на пару дней. Теперь я еду за лодкой. Там еще кое-что, свои удочки и спиннинги беру. И сплавляюсь самосплавом до сюда. Ну а здесь уже мы все, загружаемся. Едем в сторону деревни. Где-то самосплавом, где-то как. Ну, в общем, у нас 2 дня рыбалки. Даже 3 можно, да, с днем выезда. В воскресенье обратно, да? Сегодня у нас пятница. Время у нас уже после обеда, далеко после обеда. Ну ничего. В этот раз со Славой мы также выехали и нормально. Все, поехали. Здорово рыбакам! Привет, Коми, рыбак. Как клёв? Что бишь, брат? Как клёв? Приезжай. Трезя. Я вчера думаю, коту поймаю, пусть дора лечимся, да войтал да, а шибрали устамися, часи шибрали, да сок мы сын, как ёкаш да чука, ведра. Спиннинг ганы, киркавиш ты есть. Мям говорит, желтый вертушка, да, и вылаз мушка. То мушка вылаз больше, то вертушка вылаз. Обычный красный глаз. Дайте, синьковый пшелом, дайте бигзете. И тяжик, вертушка пукты, эмка вертушка едет. Так что, друзья, совмещаем полезное с приятным. Немножко проехали, остановились на перекате в надежде поймать хариуса на малосолочку. И он есть, только не хариус. Вот он. Как всегда, наш красноперый друг язёк. Так что первая рыба поймана, а вторая уже, да. Вот уже поймал окуня на полкило весом где-то, да, Влад? Вот какой он буйный. Ударил так бодренько сразу, бамс. Я уж думал хариус, блин, а потом смотрю, не, красноперый, блин. Что-то, да, что-то ударил. О, окунь хороший, смотри какой. Опа, ушел. Вот. Блесна черная, желтыми точками, но она не это. Она хариузовая так-то, но она что-то... Обычно это не ловит. Сейчас это... Я не знаю, типа двойки она, типа лепесток. Это, ну-ка покажи, скажу, какие. Окрашенной нету, желтый. Во, может такой, во, поставили, не ошибешься. Она отлично будет работать, я тебе 100% говорю. Желтая с красными точками. У меня была такая, утонула, блин. У тебя прошлый год была, размоталась вместе с веревкой, помнишь? 1 язь, 1 окунь уже есть. А, 2 окуня. Так что без ухи мы уже не останемся. Ай-яй. Я, блядь, я поймал. Какой-то окунь. О, отцепил. Ударил, я уже думал хариус, наверное. Это окунь, полосатый друг.
Я уже хотел это все сматывать, думаю, сейчас поедем. Воюешь? Фу, блин, прям в глаза мне прилетел. Опа, вот он, оп, ушел. Хороший был. Здесь окушки, видать, стайка стоит. Окунева стайка. Ты желтый убрал, что ли, желтый? Ту. Зря, блефокс работает. Желтый с красными точками. Ку-ку-ку. Опа, есть. Блин, нет. Сошел. Был удар и ушел. Ух ты, мама дорогая. Ух ты, мама дорогая. Есть? Да? Окунячью. Ага. Блестячая. Блестючая. Яйца. О, бля, схвати нам доктор, бля. Окунь, походу. Или что это, я не понял. Да, он какой хороший окунь. Опа, ушел. Вон, видишь, заводюха такая. Вон. Заводюха, заводюха. Не материмся. Этот меньше. Что, выкидываем, да, его? Такие товарищи нам не товарищи. А заглотил-то как, господи. Как будто его век не кормили. Ну и как тебя прикажешь отцеплять? Так, один крючок отцепили, второй иди гуляй. Вася. Ох, как шустро ушел на глубину. Не зря жил, белый свет увидел. Ехали. Трава. Решил все-таки помочить блесна. Проплываем в хорошие места. Решил остановиться. Влад выдернул окуня. И я окушка. Он такой красивый берег. Красявый. Туда. Ты просто сидишь, не видишь. А трава есть. Тут каменистый типа переката, тут может и хариус, и язи, все что угодно, блин. Все что угодно. Вот сейчас будет окунь по-любому. Куда одеваться, меня что-то машкары уже жрут, блин. Съемка. Щучка. Ура! Есть контакт. Видно было, да? Видно. О, разнообразие пошло. Что, сачок не будем доставать? Или пусть пока? Подсак. Ну, если 16 работает, то... Так что на жареху уже поймали. Чуть-чуть, да, немножко. Немножко рыбки. Опа. Ты что такое? Блин, я уже думал, что-то было.
Ну там я там тоже зацепился. Не ты один такой. Щука. Свечку сделала. Щука, да? Угу. Надо, не надо. Сачок-то, да, желательно, хорошая щука. Она, блин, вытаскивается вообще-то. Ладно, попробуем. Давай, давай, давай. Да, ну какая она. Блин, нормальная что? Подтягивай, что ты. Есть контакт. Тихо, тихо, подержи. Сейчас. Все, отпускай. Вот, смотри, какая она синяя, красивая, видишь? Щечка какая синяя. Нормально, сегодня вкусно поедим, чувак. Проглотила, блеснула аж. А когда тянул, за мушкой побежал окунь. Увидел щуку, развернулся и назад. Так, ну вот, короче, друзья, такая щучка. Я поэтому и хотел сейчас, думаю, раз глубоко сейчас колебалку, блин, Давай, давай. с хорошим спиннингом вообще. Что-то есть. И походу это что-то окунь. И это хороший окунь. Он не может быть плохим. Смотри, какой хороший. Влад. Да, я не знаю. Влад решил крупно тяжелую артиллерию достать. Трофейную щуку решил поймать. Хотя бы на полкило. На полкилошечку. Это я сейчас вытащил на полкилошку, наверное, если не крупнее. Грамм на 700, наверное, сейчас вытащил. Полторашку бы уж тогда сказал на такую колебалку-то, блин. Опа. О, видел, да? Была поклевка. Была поклевка. Сейчас там, наверное, об траву заденешь. Сейчас травка здесь будет. Муравушка, травушка, муравушка, травушка, муравушка. Че, первый блин комом? Ясь, блядь, или что это, блядь? Крупный? Вот такую блеснул, ебался. Ой-ой-ой, ругаю, да? Да. Вот это он мощный, да? Дурачок какой-то, блядь. Вот это дурачок. Чуть больше блесну сам, да? Позарился, это реально позарился. Ой-ой-ой, на кепку всей пастью залез. Ой-ой-ой. Вот так вот, значит, колебалка рабочая. Блин, так у меня просто есть маленький колебалка, вот это бы было бы оптимально, на маленьком стиле. Фу, блин, надо брызгаться. Фу, блин. Опа, опа, у меня тоже что-то есть. И у меня окунь. И не... Ой, бляха-муха. Ушел? Пока нет, у меня удочка была не зафиксирована. Указывается. Значит, окунь был 100% мой. Смотри, тоже на середине, на яме что-то я хапнул. Так, это сюда. Да, на такой это не показательно, он такой, на такой тяжелый спиннинг, блин, на такую здоровую эту. Его тащить вообще не показательно. На тонкую снасть еще куда не все. Да, там каждый, это сразу чувствуется, каждый тычок. Понятно, то ли траву там все попался. Да. Ну что-то не крупное. Спокойно идет, но что-то идет. О, господи! Че, ёкаш мать? Йокушпи! Йокушпи это йокушонок. Как будто говоришь, как будто я коми языком не владею. Йокушонок. Да, получается, надо туда кидать. Тут хоть это, травы нету, блин. Ну, только из-за этого, да. Так, друзья, проплываем перспективное местечко. Остановил мотор, немного сплавимся. Проехались где-то километра полтора-два, наверное, на моторке. Как бы времени мало, но такие
более-менее нормальные места, где обычно клюет. Немного самосплавом сплавляемся. Он выдернул окуня только что. Думаю, включим камеру. Вдруг тут супер клев будет. Да не, нормально еще. Так, был удар. Еще. О, вот он, есть. Есть. Вот он, хороший. Мой хороший, мой родной. Вот он. Вот он, какой хороший. Смотри, какой горбач. Будет у нас сегодня жареха. Будет. Владислав Викторович сделает свое коронное блюдо. Он окуня в чешуе не жарит, как мы. Опа, вот второй. Я же говорю. Вот он. Не зря я здесь остановился. Супер клев, как и ожидалось. Есть. Да, она больше черненькая у меня, чем желтенькая. Вот это Blue Fox бы поставил свою желтенькую с красными точками, по-любому бы на нее долбил. Мне кажется. Опа. Ну. О, хороший, да? Ага. Видишь, с прошлого года они место не поменяли, они тут и живут. Галечник. Мелкие камни здесь, галечник. Вот он здесь и живет. Течение такое, слабенькое течение, и вот он здесь тусуется. Что здесь удобно? Ни травы, ничего нет. Вот ни зацепа, вот это мне нравится здесь. И глубина такая нормальная. Но щуки здесь нет почему-то. Чисто окунь долбит и все. Зачем? Тут глубоко. Тут коряжник, но тут рыба есть. Но можно без блесна остаться. На удочку, да. На удочку на малька здесь натягаешь. А так окунь здесь стоит, потому что тут мало народу как бы рыбачит. Оп, вот он, видишь, какой хороший кабан. Кабанелла. Так, держись аккуратно. Так, удочку не сломай там. Смотри, как жадно проглотил все три. Ладно, сколько успеем, столько успеем. Штук 30 выловим, да и хватит, да? Ага. Два мы выловили, осталось-то. Еще одного выловите, 30 будет. Без ноля. Есть третий? Ну вот, 30 выловили. Видишь, хороший какой, кабанелла, блин. Да, там аляхи такие здесь вот стайка по берегу просто, да, цивилизация. Да, я тебе говорю, с Григорьевичем мы тут их дергали. Тут собирается он в течение... Что, берег поймал? Тут как-то рыбачу, заяц тын-тын-тын подбежал к берегу прямо тут, посмотрел на меня, учесал. Опа, видишь? Ой,
сход. Была поклевка. Тут льдом грызет берег. Видишь, какие корни тут вот это все. Вот, видишь, гонится. Ему не нравится блесна просто моя. Вот так вот тебе. Удочка бы здесь отлично сработала на малька. Это можно на обратном пути сделать в воскресенье. В воскресенье все равно утром порыбачим и это. Если только малька будет в запаске, тогда остановимся и порыбачим. Есть как... Ух, блядь, какая красота! Ох, какая красота! Ой, какой красавец! Красавец? Как мы сегодня покушаем вкусно. Ой, я уже хочу, я так ждал этого. Ну, видишь, горбач. Ой, как понеслось. Видишь, тут он по всему периметру. Видишь, это место все проплывают, все туда на ямы едут, блин. Но он здесь как бы собирается. Не нравится моя блесенка. Ему не нравится. Еще, да? Вчера уловистую блесну утопил. Утонула она у меня. Зацепилась. Ух ты, ух ты. О. Ты неси меня, река, а за крутые берега. Так, аккуратнее, Влад, у тебя это сзади коряга. Сейчас тебя толкнись. Тут и щучки бывают. О, это прошлый год этого не было, этой коряги не было. Тут можно даже без якоря, да, прицепился сюда и так держать будет. А сколько таких коряг здесь на дне лежит? О, понесло. Ну, зацепы здесь конкретные, тут уже не отцепишь никогда. Если зацепился, все, пиши пропало. Ну сколько, пяток успели выдернуть? 4. Тут на удочку надо. Удочка! Или резину. Твистер. Мне же где-то твистер был. Надо твистера поставить. Тут до избы-то осталось уже недалеко. Избушку заглянем, посмотрим ситуацию. Можно устраним. Блин, веревку забыл. Со стяжкой, блин. Забыл. Так, остановочка у нас на избе. Нужно сделать дело одно. Ураганом упало дерево прямо на избушку. Пока еще висит. Вот оно. Но чтобы не проломило избу, надо... Вот, прошелся ураган. Одно дерево упало, второе и прямо на избу. Кто-то здесь есть. Кто-то здесь есть. Оставил ведра. Так, ладно. Пилим, пока не проломило.
принципе, и все. Вот, в принципе, и все. Как-то вот так. Опасность миновала. Можно, скажем так сказать. С какой стороны-то она падала? Оттуда упала сюда, вон, видишь? Это уже несколько раз. А? Нормально. Кто-то, видишь, остановился. Кто-то живет в избе. А, сейчас живет? Ну, это вторую оставил, там это. Так что нормально все сделали. С корнем вырвало его дерево, упало. Повезло. Нормально. Ну как повезло, немного шифер сломало. Тут буквально один листик поменять, килограмм как минимум. Я же говорю, она ударит. Вот она, вот она, вот она идет. Вот видишь, волной как идет. Давай, я готов. Давай. Да давай тащи, блядь, что ты. Тащи, она не хочет идти. Не хочет идти, не хочет. О, хорошо. Работает, молодец. Вот он. Опа. Как в баскетболе. Есть контакт, нет, здесь килограмм. Килограмм есть, и чё? О, сошла. Хоть отцеплять не надо, молодец. Еще близко было. О, смотри какая, говоришь, килограмма нет. Вон. Нету. У меня весы есть, я потом взвешу Ну, специально. блядь, давай. Вот я первый раз вот сейчас закину нормально. О. Посмотрим. Посмотрим. Щупачка. Вот сейчас будочку. Я окунь бы, наверное, дал просраться. О, вот и первая рыба. Опа, нет, ушла. Была поклевка. Была поклевка. Я же говорю, рыба есть. Ее не может не быть. Вот она. Вот и это щучка, наверное, даже. Я так думаю. Или окунь, не знаю. Посмотрим. Ясь, дружочек, яйзечек. Значит, тогда ясь был, может быть. Так, ну что, повторение будет? А заметил, они почему-то одиночки ходят. Язита? Да. Да не, вон, опа, нет. Трава у дома. Ясь тон косяками ходит, блин. Погодка хоть устаканилась, классно. Ветер, вчера такой ветер сильный был, блин. Но рыба клевала. О! Нет, это по траве пришлось. Прошлый год мы с Иваном Григорьевичем здесь за один день всю тару забили и пришлось домой ехать. Литров 60, наверное, окуней нащелкали. Вся тара, что было. Первый день харю заполовили, потом хорошенько посидели. До обеда, наверное, где-то выспались хорошо. И с обеда до вечера 60 литров окуней надергали по 2, по 3.
Что, трава? Это что, рыба? Нет. Так, ну что, друзья, на сегодня хватит. Клев прекратился полностью, часик еще покидали, пока совсем не стемнело. Вот мы уже, друзья, приехали в деревню, старинную коми-деревню. Собрали рыбу. В общем, такой улов у нас: 17 окуней. Окунь всякие разные, вот такие вот хорошие окуня. 4 щучки, раз, два, три. Вот это порадовало. Килограмма нету, тут больше килограмма по-любому. Сейчас мы взвесим, я сейчас весы достану и обязательно взвесим. И 4 эзя. Неплохо, почти ведерочка, чуть меньше. Вон, уже клопы, что ли? Нет, это чешуя. Нормальный улов на первый день. Жареха будет, это 100%. Нам сейчас Доктор все сделает. все сделается, все красиво, да? Да-да-да. Салат, картошка и рыбка. Мы это скоро увидим. Почистим только рыбку. Скоро мы увидим вот такой вот ужин. Жарится этот окуня от доктора. Чтобы крышкой накрыл, может, нет? Лучше было. Жарились бы лучше. Часть ужина уже готова. Так, ну что, пока почистили рыбу, пока приготовили еду, пока то да сё, время уже у нас 4 минуты первого, и у нас уже 3 июля. Пользуясь случаем, хочу поздравить своего коллегу Артема с днем рождения. У Артема родной брат Егор тоже с днем рождения. Прикинь, в одной семье 2 брата родились в один день. Там через 2 года, что ли. Так что вас, друзья, с днем рождения. Вообще много у кого день рождения. Короче, всех, у кого день рождения, поздравляю с днем рождения. Желаю счастья, здоровья. Ваше здоровье. А ты что, вот налей еще это моим друзьям, подписчикам? Они, да, мы пьем, а они что, смотреть будут? Просто доктор еще не в курсе, что мы 3 стопку наливаем. Так что... Не, налей полную, а то они обижаться будут. Ты что, краю не видишь? О, это, друзья, ваши. Так что мы снова с нами встретились. Доктор сейчас не упакует психушку. Немысленно. Диагноз поставит. Поздравляю. Быстро диагноз поставит. Дорогие подписчики, я вас поздравляю. У вас все хорошо. Давай. Все нормально. Всех вылечат. И вас вылечат, да, как и нас вылечат. Сколько прошло-то? 2 недели прошло практически почти, как мы со Славиком заехали туда. Так, мы выехали, наверное, уже 2 недели прошло. Да, 2 недели. А пролетело, как, я не знаю, как будто 3-4 дня вообще. Блин. Сегодня напиток. Викторович сам привез. Откуда ты сам делаешь? Да нет, купили. Вкусно. Я вот уже не пью 100 лет. А это что? Но она считается... Конечно, напиток. Ну, типа того. Вот с меня хоть не болеет. Говорю, с меня хоть не болеет. Бутылку ставить? Самогона точно не болеет. Ну, самогон можно тоже болеть, смотря сколько выпить. Да? Правильно я говорю? Ну, со Славиком... Славик мне дал соврать. 8 дней рыбачили и ничего.
Никакого синдрома похмелья, ни головной боли, ничего не было. Чем мне нравится рыба, которую жарит доктор, это то, что он чешую с окуня сдирает. Мне вот лень, я жарю чешую и потом ем чешую. Ну, это если окунь не крупный, если крупный, да, то шкуру снимаю. А шкура это самое вкусное, да? Как ты смотрел ролик, показывали тоже в ютубе. Очень много просмотров, несколько сот тысяч даже. Как правильно чистить окуня? Понимаешь? Они чистят, что-то надрез, второй надрез, иголки убирают, шкуру как-то чулком снимают, и получается окунь без шкуры, без этого. Как-то налима показывали. Ладно, у окуня чешуя, да? У налима чешуи нету. Шкура самая ценная, самая вкусная в налиме. То же самое пассатижами с налима шкуру содрали и показывают, как налима жарить. И пишут в комментариях: спасибо за совет, очень вкусная рыба. Тудым-сюдым. Какой нахрен вкусный, если шкуру оттуда убрали. Это все, это не налим уже. Это, не знаю, замороженная треска получится без шкуры уже. Налим должен быть со шкурой, с печенью. Вот это налим. А если оттуда все убрать, тогда что получится? Ничего. Правильно? Любишь налима? Я тоже. Вода пошла на прибыль, мутная. А еще думал, если будет чистенькая вода, мелкий уровень воды, может быть, получится налима посмотреть. Ну, наверное, уже нет. Ничего страшного. А то зимой больше налима будет. Меньше холодить будет, зимой больше будет. Хотя тоже не всегда. Это, наверное, тоже рыба, которая мигрирует в любом случае, да? Я понял одно. Когда печора была глубокой, то есть копали фарватер, ездили сюда, ну, полноводная глубокая печора была, налим был крупный. Судоходство 30 лет исчезло, и все, налим стал мелкий. И печора обмелела, и налим мелкий стал. Ям-то нету, негде питаться и залеживаться. Но, весной вот по большой воде по 3-4 килограмма налима попадали в продольник. В открытой воде. В общем, все зависит от воды. Почему в низовьях печоры, вот Нярьян-Мар, туда-сюда, налим как налим? Крупный. Потому что там есть глубина. 5, 6, 7 метров, 8. Даже в Устильне прямо. Один раз в жизни был в командировке в Устильне. И там вот я жил в гостинице на берегу речки. И у них там, прям с окна гостиницы смотришь, у них там везде стоят палки. И они каждое утро их проверяют, вот это ходит, да. И потом, естественно, мне тут же предлагали продать налима, да. То есть там полкило, килограмм там нету, там вот такие лосили, вот такие. Вот стильные. Не надо никуда далеко ходить. Фильм это тоже низовье считай. Ну, А печора какая широкая? Так, наши тебе еще положи, я сейчас горячий Это Виктор Ильич не так жарит, как мы со Славиком. 3, 4, 5, 6 рыбок. В общем, я сегодня засолил со всего улова только 4 язей, 2 щук, которые покрупнее. И все. И все. Остальное все пожарили. Это 17 окуней, 2 щучки. Это все пошло на жарку. Еще не пожарили, сейчас будем жарить. Я вам, помните, рассказывал уже. Помнишь, на озере так целую гору, целый стол вот так вот наложил там на горе, помнишь? Причем? Ну вот я рассказывал, как ты говорил. Сегодня будет такая же гора. Это еще часа 2 сейчас жарить будет. Сковородка маленькая, да? Да, ну у тебя часа 2, тут несколько партий осталось. Ты по 4 штуки хотя бы ложил, там не влезает? Нет, окуня хорошие, да? Не, нормально, если такие ловились, вообще А. хорошо. Один только мелкий был.
Выпустили. Один у тебя, один у меня. Так. Ну, пока жарится очередная партия рыбы. Так, салфетки здесь. Я, пожалуй, пока Виктор занят, прочитаю пару комментариев, пару приветов. Иначе у меня опять будет завал потом. Интернет здесь очень слабенький. Так. Никаких изменений. Друзья, остановился рост подписчиков вообще практически. С зимы раз в 10, наверное. Но раз в 8 точно. Так что, кто сможет помочь росту подписчиков, просьба брата, друга рассказать про мой канал и сказать, ну, если каждый подпишет хотя бы одного человека, это как минимум 5-6 тысяч меня смотрят, это как минимум 5 или 6 тысяч должно прибавиться в течение дня. Так что посмотрим. Ну, это, конечно, такого не будет, но очень медленно. Хорошо, что не бывает, и то хорошо. А знаешь почему? Подписывается. Потому что вот у меня на столе вот стоит рюмка. То есть некоторые блогеры, Так, да? за рюмочкой сидят, блядь, и смотрят, правильно? Да. Ну, почему нет? Нет, это малый круг, как говорится, друзей. А в основном любят всех шелковых, пушистых, которые не сидят, не пьют, которые не пьют, не курят, короче, все такие шелковые, пушистые. В жизни-то они не такие, какие есть, а возможно. Давай. Так, ты не налил? Опять не налил? Ну, То есть- все есть. Не-не-не. Нет, что ты такое? Не-не-не-не-не. Не-не, как так можно? Ты сейчас опять непонятно, на что играешь. А? Ты сейчас играешь вообще не слышишь. Сразу видно, что ты не смотришь канал. Да? Правильно? Да, блядь, надо просто приехал, отдохнул и поехал. Все нормально. Это все нормально, это только для нас нормально, представляешь? А так целая компания друзей за экраном, которые тоже сидят и отдыхают. Достали холодильник, открыли, достали рыбки, достали пузырек, налили стопочку, смотрят в свое удовольствие и как бы с нами за компанию, понимаешь? Виртуально, ну, включаются они. Не бывает такое? Ах, не понять. Но мы-то понимаем друг друга, правильно? Будем. Вон. Смотри, что нам пишут. Я пару скринов сделал. Первым делом, друзья, хочу передать привет, пока не потерял бумажку. Старые, которые собирался уже давно передать приветы, но не получалось, не было возможности, то забывал, то еще что-то специально записал. Это привет Андрею Давыденко с Киева, Дрюня 68 Рус, наверное, Андрей, я так думаю, из Тамбовской губернии, привет и тебе. Толик Анаболик из Мурманска, Косяков Василий из Белоруссии, Жалгас Каиров из Казахстана, Юрий Иванов с Харьковской области, Женя Браун из Бурятии, Владимир Илларионов, Дмитрий Вододохов из Белоруссии, Алексею Семенову и Василию Ткач из Молдовы. Передаю привет, друзья. Извините, что так коротко, но это чтобы было быстрее. Ну а теперь пару приветов, которые более, так сказать, недавние такие. Вагиф. Ник Вагиф, я не знаю, ну, кто писал, тот знает. Геннадий, большой привет, смотрю давно и с большим удовольствием. Замечательный канал. Если будет возможность, передай мне привет. Имя мое Вагиф, значит, правильно я сказал. Я из Челябинской области. Тебе удачи, здоровья твоим родным и близким и развития канала. Так что Вагиф из Челябинской области,
Привет тебе от нас с доктором. Однозначно. Я готовлю. Игорь Чекулаев. Привет вам, молодцы. Все делаете правильно. Посиделки в избе. Это круто. Рыбацкий напиток обязателен. Кто не был на настоящей рыбалке, тот не поймет. Нормальные рыбаки вас понимают и одобряют. Удачи вам и самое главное здоровья, особенно в наше смутное время. Геннадий, еще раз повторюсь, ты делаешь все правильно. Удачи тебе в твоих делах. Будет возможность, передай привет моему сыну Кириллу. Он очень любит рыбалку и стремится к своему трофею. Спасибо. Так что Игорь Чекулаев и Кирилл, сын Игоря, огромный вам привет. Благодарю за поддержку. Сразу видно, наша братва, как говорится, понимает, что это все настоящие рыбаки так и делают, правильно? Да. Доктор. Мы так и делаем. В первом часу наконец-то сели покушать, но Это ладно, мы и в 5 утра садились даже. Вот. святое. Да-да-да. Так. Перекопивка Берегова. Это ник такой, но я знаю то, что это Надежда, моя землячка, сейчас проживает в Киеве. Проживала недалеко отсюда. Здесь вот деревня Скаляп, ниже Тимушбор. Она в Митрофане проживала. Списывались, как бы знаем. Она даже мне посылку отправляла с Украины через кого-то там. Рыбацкий напиток. Зелененький там трава такая была. Забыл, как называется. Нет, такая длинная трава. Нет, тонкая, как прей, вот такая травка. Длинная вот такая. Блин, забыл. Ну, память у меня дырявая. Ладно. Так что, Надя, привет тебе огромный от нас. Юрий Мезенцев. О, дядя Дима, привет ему по возможности. Юра Мезенцев, это мой земляк с Покчи. Он переехал туда, в Сургут, на север. Жена увезла его. Вот я и говорю, что Сашка сейчас не в Девартовске. Это тоже где-то, да, там? Вообще кайфует. Сибирь. Ну, это, а это Сургут, это, наверное, еще дальше, да? Сибирь, да. Ну, это Восточная Сибирь, наверное, уже. А дядя Дима, это у Димы родной племянник, получается, у брата сын. Юрка, привет тебе. Привет твоей семье от нас. Так, Вова Громов, смотрим природа, класс, привет. А, Ваня Громов. Ваня постоянно тоже комментарии пишет. Так, ну давайте еще. О, Трой. Это у нас Александр Хусаинов с Ямала. Гена, привет, и всей честной компании. Ромка Григорьевич с прошедшим днем рождения. Это Григорьевич. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. А также с отличной обновкой. Геннадий, что-то давненько от тебя весточек не было. Подписчиков заставляешь волноваться. Да, и Ген, давай с Григорьевичем ролики заливай. А Григорьевичу лучше без кустов под носом. Помолодел мужик-то. Ну, усы отпускал зимой. Такие настоящие усы, шикарные были. Сейчас весной сбрил и помолодел. Мужику 74 года, Григорьевичу, представляешь? Да. Купил сейчас аэроустановку, будет ездить на аэроустановке. Может, уже ездит. По реке по этой. Да, ну, он по снегу, по льду, по воде, ну, понял, да, этот вентилятор Карлсоном будет. Так что, Саня, огромный тебе привет. Хотел зачитать с Григорьевичем, но с Григорьевичем пока не получается, потому что вот и кружка моя нашлась, вот оказывается, куда я ее повесил, на Гольде. Хотел съездить, но не получается, потому что у меня была кучка картошки, у Григорьевича тоже, говорит, в воскресенье, возможно, поеду. Звонил, говорит, пока не выезжал. Ждет меня, возможно, сейчас мы с Викторовичем порыбачим пару дней отдохну, смонтирую ролики и не обещаю, но возможно, если будет погода, скатаемся где-нибудь вверху, я по Елычу, испытаем эту все-таки аэроустановку. Так, ну вот еще Андрей Вездеход Коми, Гена передает привет Ивану Григорьевичу, от меня поздравления. Андрей Вездеход Коми, это земляк у меня с Сыктывкара, имеет свой канал, тоже так называется, Андрей Вездеход Коми. Я уже говорил. Алишер Хусейнов. Геннадий, приветствую вас и Ивана Григорьевича. Поздравьте его от моего имени, желаю ему счастья, крепкого здоровья, успехов на легкой рыбацкой жизни. Успехов в нелегкой рыбацкой жизни. Изменился Иван Григорьевич, помолодел. Удачи вам, с уважением, Алик, Баку, Азербайджан. Ну вот опять, я говорю, готовился к рыбалке с Иваном Григорьевичем.
Так что Иван Григорьевич смотрит мой канал тоже. Комментарии, правда, не пишет, так что привет, Иван Григорьевич. Видишь, как тебя народ уважает, ценит и передает приветы. На этом сегодня пока все, остальное зачитаем завтра. Правильно, Викторович? Все. А то мне тоже кушать хочется. Так, ладно, ну что, друзья, давайте вас не будем сильно отвлекать уже. В общем, мы поужинаем, перекусим, немножко маханем, ляжем, отдохнем. Ну а завтра у нас, если погода позволит, будет рыбалка в полную силу. Возьмем с собой что-нибудь перекусить и будем кидать, ловить. Это у нас со Славиком была неделя, а тут у нас 2 дня всего. Сегодняшний день уже прошел, день заезда. Завтра день рыбалки, а послезавтра уже день выезда. Можно сказать, приехали на 1 день только, да? Да, на 1,5. Ну, да. День заезда, день выезда и 1 день рыбалки. Как-то вот так. Так что встречаемся завтра на реке и посмотрим, что у нас получится. А получиться должно. Всем пока, всем до завтра. Влад, скажи, друзья, спокойной ночи. Спокойной ночи, дорогие друзья. До завтра, друзья. Всем пока.